Для России наш город – частица, а для нас он – родительский дом. И мы рады, что можем гордиться малой родиной, где мы живем. Любовь к отчизне начинается с любви к месту, где человек родился. Малая родина и есть исток, начало, откуда человек делает шаг в большой мир. Чудесные местные легенды, сказки и песни, исторические повествования, памятники культуры оставляют большой след в нашей душе. Чем полнее, глубже, ярче, содержательнее будут наши знания о родном крае и лучших его местах, тем более действенным скажутся они на формирование благородного нравственного чувства, интереса и любви к родному краю, глубокого уважения к патриотическим традициям земляков. Народная мудрость гласит: не зная прошлого, не поймешь и настоящего. В каждом районе есть свои памятники или объекты, символы народной гордости и славы. Они – яркое свидетельство любви и уважения соотечественников к выдающимся людям, героям, событиям. Объект, о котором я хочу рассказать, стал уголком уюта для жителей поселка Нарышево. Историю создания памятника я узнала из материалов, которые бережно хранятся в историко-краеведческом музее нашей школы. История нашего города неразрывно связана с разработкой нефтяных месторождений. С 1930 года начинаются в нашей республике поиски черного золота. В 1937 году известный академик Губкин сообщил о развитии нефтяных месторождений в Башкирии и перспективах нефтяной отрасли в нашей республике. В мае 1937 года была пробурена первая скважина под руководством бурового мастера Лебедева, где были обнаружены залежи нефти. С началом Великой Отечественной войны, с возможностью потери южных нефтяных районов, возрастает значение изучения и использования нефтяных богатств нашего края. Применяются новые методы геолого-разведочных работ, изучаются нефтяные месторождения, увеличиваются площади поиски нефти. Самым значимым в этот период для всей республики становится открытие в сентябре 1944 года крупных залежей нефти Дивонских отложений Тремазинского района вблизи поселка Нарышево. 26 сентября 1944 года из скважины номер 100, пробуренной по проекту геолога Таряника, бригадами мастеров Андреяшина и Трипольского, ударил мощный нефтяной фонтан, превышающим показателям других скважин. Добыча из скважины номер 100 ценилась благодаря высоким качествам, а во время войны была необходима всей стране. Открытие нового месторождения имело огромное стратегическое значение. Башкирия была самым важным регионом по поставке горючих маточных материалов. Скважина номер 100 стала известна всей стране как символ нового месторождения Дивонской нефти. Дивонская скважина не только была важнейшим поставщиком нефти, но и выдала стране более 1 000 000 тонн
черного золота, но и позволила превратить рабочий поселок в развитый и успешный город Октябрьский. На холме поселка Нарышево, недалеко от здания моей родной школы, в 1976 году был возведен памятник скважина номер 100. На скважине сохранена эксплуатационная вышка, которая украшает звезда, и установлены бетонные стены с надписью «Скважина номер 100 положила начало разработки девонских пластов в Волго-Уральском регионе, пробурена 26 сентября 1944 года бригадами мастеров Андреяшина и Трипольского. Введем в эксплуатацию фонтанным способом по пласту Д2 с первоначальным дебитом 250 тонн в сутки. За годы работы добыто нефти 845 123 тонны. В начале на вышке висела мемориальная доска, но к 30-летию города Октябрьский здесь соорудили мемориал из камня. Из рабочих рук бьет фонтан нефти. В этих руках чувствуется сила и мощь человеческого труда. Они символизируют подвиг нефтяников. Все эти памятники составляют единую, неповторимую композицию. Автором памятника является заслуженный художник Башкирской АССР, народный художник Республики Башкортостан, член Союза художников СССР, председатель правления Союза художников Башкирской АССР, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан имени Акмулы Басиров Дилишат Рауфович, один из ведущих скульпторов Башкортостана 1960-1990-х годов XX века. Решением от Горсовета народных депутатов от 12 февраля 1981 года памятник взят под государственную охрану. А сегодня 100-е музей под открытым небом. Памятник трудовой славы первооткрывателям нефти. Благодаря открытию скважины номер 100 наш город получил мощный рывок в развитии. Рабочий поселок Октябрьский увеличивался, росла численность населения, менялась инфраструктура. И 5 апреля 1946 года Октябрьский получил статус города. Каждым днем время неуловимо отдаляет от нас прошлого, но пусть оно будет бессильно перед человеческой памятью. Памятники истории и культуры – это свидетели истории нашей Родины, которые отражают ее путь, конкретизируют исторический процесс, раскрывают духовные богатства нашего края, материализируют его традиции. Совершенно очевидно, если люди знают историю родного уголка, они умеют ценить его прошлое, любить настоящее и вносят свой вклад в развитие любимого края. Благодарю за внимание.